С такой ситуацией жители улицы Винокурова сталкиваются впервые. Сезонные лужи и затопленные дворы – проблема ежегодная. Однако в дома вода проникла впервые. Бытовую технику люди вытаскивают прямо во двор. Прием пищи там же, на открытом воздухе. Благо погода располагает, с горечью комментируют пострадавшие. Ну вот все, что смогли, вынесли мы. Попросила старшего сына, чтобы мне его вернули, его в армию забрали с РСП на один день. Вот он мне помог вынести холодильники. И вот я 5-й день живу в машине. А младшего сына мне пришлось сестре пока отдать. Чтобы он там жил, потому что в доме невозможно. Там все в воде, диваны все в воде, все утонуло вообще полностью все. В многодетной семье Харовых 7 детей. Полностью затоплен двор. Вода проникла в дом. Вывести детей нет возможности. Из-за сложившейся ситуации дети не посещают образовательные учреждения. Дети не ходят в садик. Младшие не ходят в школу, потому что не можем выйти просто. Такси сюда не приезжает. Даже если приезжает, то отсюда до там за километр до школы там самая минимальная цена 300 рублей. Мы не можем снять квартиру, потому что у нас 7 детей. Это нам нужна не одна маленькая, не однокомнатная квартира, минимум двухкомнатная. Но когда вот слышат, что у нас 7 детей, никто не соглашается. Соседская семья Григорьевых проживает в своем частном доме с 90-х годов. И несмотря на капитальный ремонт фундамента, также пострадала от талых вод. Со слов старожил, раньше талые воды уходили в озеро, которое ликвидировали застройщики еще в 2012 году. Но после того, как застройку произвело водоканал, свои новые сооружения, и соседняя организация тоже, получается, там цементные заводы все сливала. Там в воде стало некуда уходить, да? И вот она здесь местами стала у нас проступать. Хотя даже в свое время когда-то нам давали замечания, как жителям частного сектора, что здесь нельзя строить рядом туалеты, да, так как у нас водоохранная зона здесь, да. Вот у нас здесь, допустим, застройщик СТ строится, да, непосредственно тоже влияет на выдав грунта, да, талых вод. На соседнем участке компании СТ строятся многоквартирные дома. Разрешение на строительство застройщик получил еще в 2018 году. Участок расположен примерно на 1,5–2 метра выше частного сектора. Со слов специалистов, все зимние осадки были своевременно вывезены. Нами был проведен определенный объем работ. Вывезено с территории строительного участка порядка 300 кубических метров снега. Это работы были проведены в марте-апреле месяце. Последние автомобили мы вывозили 24 апреля. Так что речи быть не может о том, что мы топим. Мы, наоборот, отсюда весь снег почти вывезли. В плане строительства у нас работ будет установлена с северной стороны участка подпорная стенка, которая будет предотвращать, наоборот, поступление с данного строительного участка талой воды, снеговой воды, дождевой воды на соседние, наоборот, участки. Наоборот, мы благоустраиваем здесь. А специалисты Сайсарской управы подключили дополнительные силы для откачки талых вод. Но даже этого мало. Работники дежурят сменами, но вода поступает, а число заявок только растет. У нас не хватает буквально ни рук, ни техники, ни вообще времени физически не хватает. Получили дополнительные эти приспособления. Также нам помогает Министерство экологии, которые нам поручили помогать. Специалисты управы пробуют новый метод откачки воды, который заключается в монтаже переносного лотка. Сегодня эксперимент проводится по адресу Бекетова. Если метод покажет свою эффективность, его планируют применить и по улице Винокурова. Марфелина Алексеева, Григорий Охлопков, Якутск.